Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. Сегодня в нашей передаче мы говорим об острых отравлениях у детей. Острое отравление – это очень большая проблема в детском возрасте, так как последствия острых отравлений иногда могут быть очень и очень тяжелыми. Острые отравления могут приводить к инвалидности, а в некоторых случаях и к летальному исходу. Острые отравления рассматриваются как химическая травма, развивающаяся при попадании в организм ребенка химических веществ в токсической дозе, способной вызвать нарушение жизненно важных функций. Чаще всего острые отравления у детей носят случайный, непреднамеренный характер, и в большинстве случаев происходит у детей младшего возраста. В подростковом возрасте возможны суицидальные попытки отравлений. Отравление можно заметить не сразу. Ему предшествует пребывание ребенка некоторое время без контроля взрослого. На мысли об отравлении прежде всего может натолкнуть изменение поведения ребенка. Только что он был активен, бодр, весело играл и вдруг прилег, сделался вялым, апатичным, крепко заснул и не просыпается при попытке его разбудить. Изменению поведения может сопутствовать посторонний запах изо рта, алкоголя или другого химического вещества, подозрительная внезапная рвота и бледность, судороги и угнетение дыхания, расширение или сужение зрачков ребенка, обнаружение пустой баночки из-под лекарств – также повод для тревоги. Где и как может отравиться ребенок в реальной бытовой жизни? При приеме яда внутрь причиной отравления могут быть ядовитые грибы, ягоды, растения, лекарства, хранящиеся в доступности для ребенка, средства бытовой химии, к примеру, средства для мытья посуды, стоящие на полочке в кухне, средства, которые находятся в ванной комнате, сельскохозяйственные препараты, это удобрения на даче, различные яды, такие как средства от насекомых, от грызунов, прижигающие жидкости, бензин, тормозная жидкость в гараже. На кухне это может быть уксусная эссенция, которую оставили родители, не подумав о том, что ребенок бесконтрольно возьмет в рот столь ядовитую жидкость. Косметические средства – это шампуни, помады, кремы. Ребенок может получить отравление через дыхательные пути, вдохнув угарный газ, бензин, керосин, ацетон, лаки, краски, растворители и другие испаряющиеся вещества, а также испарение ядовитых растений. Отравление может произойти через кожу при контакте ребенка с сельскохозяйственными и промышленными ядами, удобрениями, опасными красителями, лекарствами, например, детскими мазями при их неумеренном употреблении, так как кожа маленьких детей очень тонкая, нежная и обладает большой всасывающей способностью. Острое отравление всегда представляет опасность для жизни и здоровья ребенка, и поэтому очень важно знать, как оказать незамедлительную первую помощь. Основная задача первой помощи при отравлении – постараться удалить яд, который еще не успел всосаться, и обезвредить токсины, которые не удалось удалить. С этой целью ребенку вводят сорбенты. При ингаляционных отравлениях следует удалить пострадавшего из зараженной атмосферы. При накожной аппликации обмыть пораженный участок кожи мыльным раствором или водой. А что же надо делать, если ядовитое вещество ребенок принял внутрь? Действовать нужно энергично и быстро. Время терять нельзя, ибо попавший в желудок яд начинает всасываться уже с первых секунд. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Сразу же звоните в скорую помощь. Получите консультацию специалиста и строго следуйте указаниям. А до приезда скорой помощи вы можете помочь ребенку. Очистите рот ребенка от еще не проглоченных масс. Обеспечьте ребенку комфортное положение и постоянный присмотр до приезда бригады скорой помощи. Если у ребенка имеется рвота и ребенок в сознании, то посадите его на колени и раздражайте корень языка 2 пальцами или надавливая на корень языка ложкой, чтобы вызвать рвоту. Рвотные массы следует сохранить до приезда бригады скорой помощи. Если у ребенка имеются лишь позывы на рвоту, то дайте выпить 1-2 стакана воды и повторите попытку.
Стимуляция рвоты любыми способами наиболее эффективна в течение ближайших минут после отравления. И она неэффективна спустя 1 час после отравления, так как большое количество яда за это время успевает всосаться в кровь. Оказывая помощь, помните, нельзя вызывать рвоту у ребенка, если он лежит на спине, или находится в полусонном состоянии, или без сознания, если у него имеются судороги. В этом случае он может вдохнуть рвотной массы и задохнуться. Стимуляция рвоты категорически противопоказана при отравлении веществами, дающими обжигающие испарения. Это нефтепродукты, сильные кислоты и щелочи. При отравлениях у детей часто используют в качестве адсорбента активированный уголь, полифипан, полисорб. Активированный уголь является универсальным антидотом, однако он наиболее эффективен в течение первых минут после поступления токсического вещества и неэффективен спустя 1 час после отравления. Следует помнить, что в некоторых случаях активированный уголь неэффективен. Эффективен активированный уголь при отравлении многими лекарствами. Неэффективен он при отравлении следующими веществами. Это кислоты, щелочи, борная кислота, цианиды, этанол, препараты железа, йодиды, соли тяжелых металлов. Если ребенок без сознания, придайте ему устойчивое боковое положение. Ближайшую к вам руку вытяните к себе, вторую руку согните в локте, одну ногу согните в колене и этой ногой воспользуйтесь как рычаг, чтобы повернуть ребенка к себе. Устойчивое боковое положение предупреждает западение языка и защитит ребенка от того, что он захлебнется рвотными массами или слизью. При необходимости очистите пальцем, обернутым в платок, рот ребенка от рвотных масс и следите, чтобы возможная рвота не препятствовала дыханию. Попытайтесь выяснить возможную причину отравления, если вы не знаете ее достоверно. Расспросите ребенка, если он в сознании и может объяснить, что он принял. Осмотрите его тело, лицо, одежду на предмет обнаружения специфических запахов, пятен, покраснений и ожогов кожи и слизистой. Осмотрите место, где был ребенок недавно, а также потенциально опасные места вашего дома. Аптечку, также места, где хранится косметика, где хранится бытовая химия. Внимательно наблюдайте за ребенком и отмечайте все изменения, происходящие с ним. Это будет важно при установке причины отравления. Дальнейшая помощь ребенку будет зависеть от того, чем он отравился. При отравлении кислотами и щелочами нельзя давать ребенку раствор нейтрализующего вещества. Например, при отравлении уксусной эссенцией ни в коем случае нельзя дать ребенку раствор пищевой соды, так как при химической реакции в желудке выделится большое количество газов и может произойти перфорация желудка. Также в данном случае нельзя вызывать рвоту. Для уменьшения всасывания яда из желудка показано питье обволакивающих средств. Белковой воды – это 4 взбитых яичных белка на 1 литр воды, или водной взвеси крахмала, или муки, или киселя. При отравлении жирорастворимыми ядами – это бензин, керосин. Запрещается использовать молоко и касторовое масло, способствующие всасыванию яда в организм. При госпитализации ребенка захватите с собой то, чем ребенок отравился. Это поможет врачам. Даже если на первом этапе все сделано правильно, ребенка все же нужно доставить в больницу, так как часть ядовитых веществ успевает всосаться в кровь. Врач осмотрит ребенка и решит, нуждается ли он в дальнейшем наблюдении и лечении. Статистика говорит о том, что наибольшее число отравлений у детей происходит в выходные дни, когда, как говорится, у 7 нянек дитя без глазу. Отравление происходит как дома, так и на природе, и могут произойти и в гостях, когда ребенок предоставлен самому себе. Наши советы родителям для того, чтобы предотвратить отравление у ребенка. Не оставляйте неубранными лекарства, химические вещества и опасные предметы там,
где их могут найти дети. Как только ребенок начнет ходить, сделайте эти предметы недоступными для крохи. Лекарства храните под замком или на верхней полке шкафа, куда не может добраться малыш. Это же касается упаковок с бытовой химией. Помните, что малыши до 3 лет склонны все пробовать на вкус. Так они познают мир. Ядовитые вещества всегда храните в упаковке производителя. Никогда не пересыпайте и не переливайте эти вещества в упаковку для пищевых продуктов или в другую, в том числе не маркированную упаковку. Не храните яды и пищевые продукты в одном и том же месте. Не принимайте на глазах у детей лекарства, потому что дети будут все повторять за взрослыми. И никогда не говорите ребенку, что вместо лекарства вы даете ему конфету. Не держите дома ядовитые растения. На прогулке следите за тем, чтобы малыш не пробовал ягоды с деревьев и кустарников. А лучшая профилактика суицида у подростков – это доверительные, теплые отношения в семье. Помните, здоровье ваших детей в ваших руках. Наша передача подошла к концу. До свидания, берегите себя и своих близких.